привет! Меня зовут Ольга. Я директор агентства недвижимости «Золотой берег», который работает в Абхазии. Я юрист, закончила Академию правосудия при Верховном суде Российской Федерации. И я риэлтор с очень большим опытом. Я когда-то начинала работать в 1998 году, еще когда не совсем была кадастровая палата, и когда документооборот в России был примерно такой же, как документооборот сейчас в Абхазии. Очень часто народ хочет сюда приехать, хочет работать, но не знает как. Я директор агентства «Золотой берег», открытого в Гудауте. Я сама из России, русский юрист, работаю здесь 2 года, изучила законодательство Абхазии. Пользуюсь системой, которой пользуется парламент Абхазии, кабинет министров. Это юридическая система, она всегда обновляет, свои данные. Выхожу здесь в суды в Абхазске. Законодательство здесь очень похоже на русское, только чуть-чуть попроще. И ничего страшного здесь нет. Работать можно, жить можно. И работать можно на законодательной базе. Предлагаю вам опираться на букву закона, а не на слухи, домыслы. У меня сестра так-то где-то слышала, у меня бабушка рассказала, и все в этом духе. В общем, начнем с самого животрепещущего вопроса, который мне задают часто. Сегодня только 2 раза уже задали про землю. Что представляет собой земля в Абхазии? Ведь для того, чтобы построить любую гостиницу, нужна земля. Как вообще, с чего начинать, что делать, на какой закон опираться? Вроде бы землю продают, а вроде бы в Конституции написано, что нельзя. Смотрим, в общем, документы, смотрим земельный кодекс. Реально в 4 статье написано: земля не является объектом сделок, купли-продажи, не может быть отчуждена, подарена. Это собственность народа. Но, когда мы идем дальше в этом кодексе, 7 и 8 пункт, мы видим, что земля, она не может быть отчуждена. Да, это не объект сделок, но она может быть выделена под определенные виды использования. И выделена она может быть как частным организациям, УУШКам, так и, допустим, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, кому-то под жилой дом, но это граждан Абхазии касается, кому-то под ферму, кому-то под приусадебное. Нас, граждан России, касается такая форма выделения земли, как под коммерцию, под частные организации. Выделить ее можно. 7 и 8 пункт разрешают это делать, земельного кодекса. Занимаются решением этих вопросов органы муниципальной власти, сельские администрации, районные администрации. Земля выделяется, дальше смотрите, в пожизненное пользование, а также она может выделена быть в аренду. Но мы своим клиентам всем рекомендуем выделять это все, конечно же, в пожизненное пользование с правом передачи по наследству. Сами понимаете, земля вещь не дешевая, и хорошо бы то, что ты имеешь, чтобы имели потом твои дети, твои внуки и так далее, и так далее. Земля выделяется в пожизненное пользование. Здесь под коммерческим организациям выделяется под проекты строительства гостиниц. Землю можно выделить, и она будет вашей, у вас ее никто не отберет. Ваша основная задача – это, пользоваться ей в соответствии с теми моментами, как вам ее выделили, то есть не менять назначение земли. Если вам выделили ее под коммерцию, пожалуйста, будьте любезны построить хоть что-то на ней, какую-то гостиницу. Если вам выделили ее под сельхозку, чтобы вы обеспечивали продуктами население Абхазии и России, пожалуйста, сажайте на ней сады, кукурузу или еще что-то, что вы хотите, яблоки, помидоры, огурцы. Если вы хотите поменять вид использования, вы должны обратиться в органы муниципальной власти, и они вам разрешат это сделать. Вы можете дальше пользоваться так, как вы считаете нужным. Второй этап вот этого всего, пожалуйста, тот, кто получил землю в использование коммерческое, платите налоги. Налогообложение здесь следующее. Это тоже очень интересная тема, часто звучит у меня в вопросах.
Если вы не входите в первую береговую зону, то есть это порядка 200 метров от моря, то налогообложение это 3000 за сотку в год. Вы будете платить вот так вот. А если вы будете владеть участком в 10 соток, 30 тысяч в год вы должны отнести, значит, и заплатить налог. При условии, что вы пару лет налоги не платите или тройку, в законодательстве Республики Абхазия в Земельном кодексе прямо написано, что земля может изыматься. Это единственные два пункта, по которым землю могут изъять. То есть назначение, не использование по неназначению, если вы поменяли, и неуплата налогов. Больше у вас землю изъять никто не может. Поэтому, если вы соблюдаете все процедуры, все грамотно делаете, бояться не надо, здесь можно строиться, жить, развиваться. Страна очень красивая. Инвестиционные здесь моменты очень, как сейчас говорят везде, вкусные для инвесторов. Практически можно окупить гостиницу, которую вы построите 3-4 года, она у вас окупается. Взрыв сейчас на Абхазию просто бумовский. Все хотят ехать отдыхать сюда. И если вы построите гостиницу, вы будете, конечно, на коне. Но напоминаю, стройте гостиницу грамотно. Соблюдайте все разрешительные документы. Всю документацию блюдите. Начиная с момента выделения земли. Мы поговорим в следующий раз, как правильно выделить землю. Какие этапы нужно пройти, чтобы выделить землю в Абхазии под гостиницу, и чтобы все было абсолютно четко, по букве закона, с юридической точки зрения, чтобы никто никогда вас не мог ни в чем упрекнуть, потому что Абхазия, как бы ни была нам близка по духу, все равно это чужое государство, и нужно здесь полностью соблюдать законодательную базу и работать абсолютно грамотно. Так что смотрите нас дальше. С вами агентство «Золотой берег», с вами юрист и риэлтор Ольга. И я расскажу вам, как действовать, чтобы вы на законных основаниях могли приобрести здесь кусочек земли, построить на нем гостиницу и грамотно развиваться. Давайте до встречи. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте мне лайки, мне будет очень приятно. Я со своей стороны гарантирую вам, что донесу до вас все тонкости законодательства Абхазии. Тем более, что мне самой это очень интересно. Я изучила здесь уже много чего. Попала сюда случайно 2 года назад. Друзья захотели здесь домик. Я сделала им здесь домик и осталась работать. Не буду скрывать, что в основном я работаю для русских людей. У меня здесь агентство для русских людей, для русских инвесторов. Приходите, звоните, пишите. Опыт у меня здесь уже накоплен достаточно большой. На все вопросы вы получите ответ.